Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Сегодня 2 февраля 2018 года. Вы сейчас увидите фотографию маленьких детей, мальчика и девочки. Вот эта самая фотография осенью 2017 года рассылалась в WhatsApp. Сопровождала эту фотографию аудиозапись. Аудиозапись была на чеченском языке, где женщина-чеченка говорила о том, что люди, которые занимаются тем, что возвращают из горячей точки, из Сирии, Ирака, женщин и детей, которые не по своей воле там оказались и попали в военные действия, что эти люди в том числе вернули вот этих вот двоих детей. Но здесь дома не могут найти их родители. И вот женщина делала рассылку и просила помочь найти родителей этих детей. После этого появилось огромное количество людей, которые хотели этих детей взять себе, усыновить, удочерить. Люди искали какую-то информацию, но информации не было. Тогда на Даймок онлайн я выложил на канале фотографию этих детей и попросил связаться со мной тех, кто обладает какой-либо информацией по этому вопросу. Человек, который компетентен в этом вопросе, один мой хороший товарищ позвонил мне и объяснил, что в принципе не могло быть ситуации, что этих детей вернули из Сирии и здесь не могут найти их родителей. Потому что для того, чтобы этих детей из Сирии вернули, как минимум сначала должны были найти их родителей или родственников или опекунов, подготовить огромное количество документов, подтверждающих их родственные связи, и только после этого вернуть этих детей домой. Он объяснил, что сам факт того, что могли бы вернуть детей, не имея информации об их родственниках, что такой факт в принципе невозможен, такое просто невозможно, потому что детей надо провозить через несколько границ, через несколько государств. Для них должны быть все необходимые документы, об их родителях, вся информация также должна быть. Поэтому смысл рассылки, который был, он был уже несостоятелен. Через несколько часов после этого со мной связалась наша чеченская правозащитница Хеда Саратова и объяснила, откуда и как взялась вот эта самая рассылка. Скажем так, опять же, человек, который имеет отношение к людям, которые занимаются возвращением женщин и детей из Сирии, как оказалось, от кого-то случайно получил эту фотографию с просьбой помочь найти детей, но обратного никакого контакта не было. И тогда этот человек переслал эту фотографию своим знакомым, в том числе Хеде Саратовой, и спросил, нет ли кого среди знакомых, кто знает, что это за дети, и где они, и что с ними случилось. То есть фотографию прислали, сказали, что она рассылается в WhatsApp, но никакой информации об этих детях не было. И этот человек переслал эту фотографию Хеде Саратовой. Хеда Саратова, в свою очередь, выложила эту фотографию в своей группе в WhatsApp, в которой состояли больше 200 женщин, и сказала, что рассылается эта фотография, и непонятно, чья она, и спросила своих знакомых, не имеют ли они какую-либо информацию по поводу этих детей, кто они, что это за фотография и зачем она рассылается. Никто из женщин, которые были в этой группе, не имели информацию об этих детях, но как минимум одна из этих женщин, она неправильно поняла суть вопроса и переслала кому-то эту фотографию со своим комментарием, что среди 200 женщин не нашлось никого, кто знал бы родителей этих детей, что этих детей привезли домой, но, к сожалению, не могут найти родителей. Вот таким образом появилась эта
фотография, появилась эта рассылка в WhatsApp о том, что ищут родители этих детей. Хеда мне также передала номер человека, который связался с ней после уже и представился родственником этих детей. Этого человека звали Фейдзи, и он сказал, я с ним также связывался, он подтвердил, что это его родственники, что это его племянники. Он сказал о том, что он, соответственно, и его брат, они по национальности являются азербайджанцами и проживают в Азербайджане. О том, что его брат, забрав жену и детей, в свое время уехал в Сирию. Брат, насколько он объяснил, то ли погиб, то ли нет о нем никакой информации. Но была у них информация, что где-то видели жену брата его и вот этих самых детей. И он занимался поисками этих детей, и поэтому попытался обратиться уже в Чеченскую Республику к людям, которые занимаются возвращением женщин и детей из Сирии. Вот таким образом, как бы эта вся история как бы появилась в WhatsApp, абсолютно непонятная, таинственная, и, в общем, история эта складывается именно так. Азербайджанец искал своих племянников и обратился к чеченской группе, которая по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова занимается возвращением детей из женщин из военной точки, из горячей точки в Сирии. Последний раз я регулярно уже эти месяцы связываюсь с этим человеком по имени Фейдзи, спрашиваю, есть ли какая-то информация об этих детях. Последний раз я с ним связывался вчера, 1 февраля 2018 года. Он мне сообщил, что есть какие-то неподтвержденные информации, какие-то слухи, какая-то неподтвержденная информация о том, что они где-то находятся в плену в Ираке. Но пока точной информации о них, к сожалению, нет. Так что если вы вдруг каким-то образом получите информацию про этих детей, то можете обратиться к нам на канал, и мы вам поможем связаться с родственниками, с непосредственным дядей этих детей. Еще раз обращаем ваше внимание, что не нужно рассылать информацию, которую невозможно проверить, неподтвержденную информацию. Всем большое спасибо. Асаршадыга ласка махтадица, он дальше Фейдзи ласка волд азербайджанец волды, куич колом волдейла мела куич колом нахейч олихер дуэл ласка махтадица. Адыкел маш олмисер.